Скажу, что моноспектакль, он намного сложнее, чем обычный спектакль, потому что в спектакле, где у нас есть партнеры, и у нас есть партнер, который всегда нас спасет, выручит, и который поделится с нами своим обаянием. А тут это один человек, и одному человеку держать зал на протяжении 1:30 — это невероятно сложно. И после этого спектакля даже был отзыв у девочки: я не люблю моноспектакли, но этот спектакль мне очень понравился, потому что зачастую это скучно всегда, когда ты приходишь на моноспектакль. Я не хочу никого обидеть, мы ломаем эту систему в нашем театре, у нас моноспектакли очень интересные, но вот и у меня была такая еще большая ответственность, что я одна представляю свой театр, свою страну, что вот все упало на меня, и это было и волнительно очень, и ответственно, но не страшно, знаете. Мне один раз педагог мой сказал в институте, Владимир Петрович Поглазов, он уже ныне покойный, он мне сказал: никогда не давай маленьким страхам делать большое дело. Вот, поэтому я не боюсь, я просто иду вперед и как бы через все эти препятствия. Вот. И я знала, что на фестивале будут московские театры, питерские театры. Это лучшие театры мира, как по мне. Россия впереди планеты всей в театральном деле. Казахстан был. Казахстан был, да, там тоже очень хороший театр. Вот. И были заслуженные артистки России. И поэтому я думала, что я не буду соревноваться, я просто сделаю то, что я делала всегда у нас в Сухуми, о чем мы договорились с режиссером, и то, что я умею. Все. А то, что так все получилось, это, конечно, безумно приятно.